когда случилась беда в Абхазии, он призвал северокавказцев идти на помощь Абхазии. За это был арестован. Вы должны знать всю историю этого великого человека. Конечно, занявшись такой политической деятельностью, он много читал, много писал, а потом, когда была война в Абхазии, он тоже сидел, мыслил, теорию создавал, а потом эта теория шла в практику у нас. Я в первые же дни с ним имел разговор и сказал: Юрий Магомедович, когда закончится война, вы пойдете в наш университет? Он говорит: обязательно. И я, говорит, я помню, он же оратор какой был, я помню, он сказал: я человек слова. И он свое слово сдержал. Он стал заведовать кафедрой политологии и социологии. Писать труды по политологии, социологии для студентов Абхазского университета и Кабардино-Балкарского университета. Светлая память. Презентация аудитории имени Шанибова – это еще одна историческая страница в жизни Абхазского государственного университета. Создание такой аудитории, где мы можем обучать, преподавать, исследовать, вести огромную творческую работу по его наследию, я считаю, такая возможность есть. Работники университета, преподаватели в этом направлении всегда вели работу. Я думаю, что его труды дадут возможность более подробно, более конкретно, научно обосновывать связанные проблемы с воспитанием и с образованием студентов. У нас будет возможность все более глубже читать Шанибова. Сегодня для меня, как для той части молодых специалистов, когда только на кафедре политологии и социологии открывали сектор социологии воспитания, наша заведующая познакомила нас с Юрием Магомедовичем Шанибовым. Раньше мы только по телевизору его видели, в военной хронике. Безусловно, это была для нас большая гордость познакомиться. Ну а после, когда уже закрутилась наша работа, научная работа со студентами, безусловно, мы практически каждый час у него чему-то учились. Он очень трепетно относился к молодым специалистам. У него было огромное желание работать с нашими студентами, и каждый раз он говорил: у вас замечательное руководство, они готовы предоставлять вам новые возможности, вы должны себя полностью реализовать. Он хотел видеть абхазского студента спортивным, с сознанием самоидентичности, образованного, человека, который может понести страну, за которую он сам готов был жизнь отдать во время войны, вперед и в развитие. Но для нас, конечно, была большая честь стоять рядом, работать с ним. Мы организовывали конференцию, с большим воодушевлением принимали студенты, особенно его лекции, которые слушали под доками практически все факультеты нашего университета. Мы принимали участие в конференции, посвященной юбилею, которая проводилась в Кабардино-Балкарском университете. Он с особым почетом, уважением озвучил наше присутствие на этой конференции и свое отношение к Абхазии, к Абхазскому государственному университету. Даже после, когда он уехал в Кабардино-Балкарию, он звонил, интересовался, защитились ли мы, советовал каких-то своих знакомых, связи давал, телефоны, всячески поддерживал и говорил: вы обязательно должны защититься, вы обязательно должны продолжить то научное наследие, которое есть на вашей кафедре. Сегодня мы вспоминаем Юрия Магомедовича Шанибова, и я хочу со своей стороны сказать, конечно, я горда, что имела возможность с ним поработать.